Ну, во-первых, я монологи долго читать не буду. Я думаю, что поскольку все вы жители города Сыктывкара, я так думаю, что и кое-кто и лучше меня какие-то районы, может, знает, больше меня живет, соответственно, больше знает. Я единственное, с чего начну, буду я немножко так скакать, потому что, поскольку у нас про Сыктывкар, я, естественно, вот эту книгу мы принесли, я принес специально вот этот альбом. Я сразу говорю, что вот этот альбом и второй альбом будет передан в Национальный архив Республики Коми, и с ним можно будет познакомиться. Но фактически он уже оцифрован. И, наверное, тоже будет вывешен на, не знаю, там сайты, библиотеки, может быть, нашего учреждения. Я работаю в охране памятников, по-старому это называлось, Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия. Таким образом, можно будет познакомиться здесь, потому что вот если посмотреть на эти фотографии, тут видна и ретушь. В то время все это делалось от руки, так сказать, она расчерчивалась, каким образом, в какое место в книгу попадет. Здесь это очень хорошо все видно. Соответственно, практически все иллюстрации находятся вот в этой книге. Но это тем более удивительно, что здесь, вот какие-то, знаете, попадаются и проекты, планчики, и открыточки. Все, что здесь было. И здесь вот подпись Тинтяковой 23 марта 1981 года. А она в 1981 году, по-моему, не умерла. Насколько я помню, 79 лет ей. И еще один такой момент, на который хотелось обратить внимание. Вот мы только что в прошлом году приняли, значит, школу в Ношуле, где родилась, а вероятно и училась Феофания Александровна, на государственной охране. Там учились весьма достойные люди. Эта школа, о ней, наверное, это все-таки уже отдельно надо будет говорить, но надо будет проверить. Когда уехала эта семья из Ношуля, она родом из Прилузья и оставила наибольший след, конечно, в Сыктывкаре. Я открою сейчас карту, если откроется она. Вот посмотрите, значит, красным цветом, красным колером обозначены те объекты, в которых принимало участие либо как авторы проекта, либо в соавторстве с коллегами. Я их напомню, вот с чего мы начали. Первое все-таки то, что было спроектировано Феофанией Александровной, это здание средней школы, затем это школа 14, сейчас гимназия имени Пушкина, которая вот на сегодняшний момент находится, значит, на капитальном ремонте. Мы надеемся, что, не буду говорить в каком году, но в ближайшее время там разместятся, значит, начальные классы гимназии имени Пушкина. Это один из корпусов. Второй объект, о котором сегодня говорили, может быть, он там второй или там третий, это вот как раз Кирова 28. Этот дом, можно сказать, его правительственным домом. В свое время члены правительства в нем проживали. Это 39-й год, та часть здания, которая выходит на улицу Кирова с пристройкой, потом через арку. Значит, второй части этого здания, который выходит на улицу Орджоникидзе. Еще один дом, так сказать, Белый дом, это Кирова 24. Кирова 24. Собственно говоря, тоже жили первые лица республики. Далее перейду по улице Кирова на улицу Куратова, вот судмедэкспертиза, здание промышленного банка. Я чуть-чуть дальше потом покажу. Это, пока это единственное, так сказать, то, что я знаю в Сыктывкаре. Вне Сыктывкара вполне возможно. Скорее всего, так оно и есть. Деревянное здание, которое проектировала Феофания Александровна. Далее, значит, Орджоникидзе 10. Это уже 50-е годы.
Если по хронологии идти, наверное, вот здание ныне перестроено Коми-научного центра, который выходит на аллею героев. Это ровно, оно повторяло школу номер 14, но я думаю, что это, конечно же, ее же проект, который был использован дважды, с небольшими деталями. Сейчас это здание надстроено. Затем здание лесной школы и управление лесного хозяйства, ныне это Минпрос. Вообще видно там то, что двигаются. Министерство образования, значит, Карла Маркса 210. Это вот тоже начало 50-х годов, то есть оно было спроектировано в 47-48 годах и в 50-м, 51 году построено. Дальше мы переходим, наверное, вот на здание Орджоникидзе 10. В этом здании, оно известно тем, что в нем долго жила первый ректор Сыктывкарского госуниверситета Валентина Александровна Витязева. Потом она, правда, переехала оттуда. Вероятно, потому что здание стилистически абсолютно близко. Это Советская 22, но это только догадки, надо смотреть, искать архивные документы. Далее, о чем мы говорили, это, значит, надстройка. Здесь она, к сожалению, что-то не показала, и вот она, та часть, которая относится к уездной земской больнице, то есть такая Г-образная. Второй этаж, о чем я уже говорил, что он очень бережно отнеслось к наследию архитектора начала века. И, собственно говоря, если кто не знает, трудно отличить, что это все-таки строило два архитектора. Есть, конечно, такие особенности, но это могут определить только специалисты. Ну и, наконец, Национальная библиотека. Безусловно, использовался проект иной, ставропольский, говорят, но я сравнил, конечно, несколько все-таки отличия значительные. Но, во всяком случае, привязку, как говорят, к ставропольскому проекту делала именно Феофания Александровна, значит, Тинтюкова, плюс вот эта величественная колоннада, которая была пристроена, и которую, проект стал более дорогим, за что, значит, лидеры нашей республики получили значительные нагоняя, об этом есть в книге. Я просто напоминаю, что достаточно хорошо описано, как строилась библиотека. Вот. И другие объекты. И последний, я считаю, самый шедевральный ее, значит, проект, ее работы, это, конечно, дворец пионеров и школьников. Именно дворец. Поэтому до вот этого здания, построенного в 1953-1956 году, у нас был дом пионеров. Вы понимаете, чем дом от дворца отличается. Когда заходим, это действительно красивейшее сооружение как снаружи, так и внутри. И, безусловно, конечно, здесь и большую, не помощь, а, скажем, в сотрудничестве с нашими скульпторами, которые разместили на фасадах горельефы из жизни пионеров. И в прошлом году отремонтированные, отреставрированные скульптуры пионера и пионерки 1956 года. Значит, в 1956 году они сданы, то есть были поставлены при входной группе в это здание. Вот это я хотел коротенько, но получилось немножко длинно. Сейчас я, значит, перейду немножко в другую, так сказать, так, сейчас я пойму, куда мне надо идти, в каком направлении. Сыктывкар. Так, это у нас, собственно, альбом. Здесь, к сожалению, не отражается. Как я хотел, немножко появиться. Расскажите пока предысторию, Сергей Евгеньевич, как они у вас оказались? Вообще оказались они периодически, вот альбом про Сыктывкар, альбом про
Сыктывкар периодически, конечно, мне, ну, скажем так, попадался, когда на руки так не давали, там полистать, это в конце, наверное, 80, ну, в начале, скажем, 90-х, в середине 90-х годов. Ну, я, знаете, как бы, я знал, что он существует, но вдруг года полтора, наверное, назад мне сказали: а посмотрите городскую архитектуру, тут у нас замечательные альбомы лежат. Я их попросил, так сказать, в пользование, а потом мне они их и не то что подарили, потому что я их передаю в Государственный архив. Соответственно, но это достаточно случайно. Просто безусловно, я знал, что такие альбомы есть, но где они хранятся, на руках ли. Оказалось в нашей архитектуре. И слава богу, что они оказались у специалистов, и они их сохранили и передали. Спасибо им большое. Ну, а теперь мне уже и архив спасибо говорить. Так, я сейчас попробую разобраться, значит, что здесь у меня получается. Ага, вот. Сыктывкар, 46-й год. Я начну, знаете, с чего? Я еще раз я открываю, значит, вот этот вот известный, наверное, вам снимок. Их много снимков, который был сделан в 46-м году на 25-летие Коми автономной области, ну, Коми государственности. И, значит, вот на переднем крае, в центре, мы сразу видим вот работу Феофании Александровны Пентюковой, Советская, 28. Вот это здание. Здесь же еще одно здание, которое является объектом культурного наследия. Это, я ее тоже покажу. Значит, это у нас школа номер 14, ну, средняя школа тогда называлась. Ну, и этот снимок мне особо, так сказать, близок, потому что вот в центре я показываю, это мой родной дом. Это в 1934 году, это был первый правительственный дом, специально построен для членов правительства и, так сказать, лидеров коммунистической партии. Вот если обратить внимание вот на эти здания, они находятся немножко в глуби. Перед ними, как правило, палисадник. Это мы видим и по Кирова 30. Тогда он имел адрес Кирова 28, соответственно, это Кирова 26. И вот нынешний Кирова 24 точно с таким же палисадником, где располагались, ну, дорожки, скамейки, там могли быть спортивные брусья, кольца, все что угодно, качели, в общем, совершенно все замечательно. Вот, ну, я говорил, что вот это второй правительственный дом, вот эта часть, ну, у него, видите, палисадник и здесь, и перед, и, собственно, он перед парком находится. Ну, я напоминаю, что на этом месте сейчас стоит дом-музей Морозова. Кирова, да, я советская сказал, да, извините, это, конечно, Кирова, конечно, Кирова. Ну, и обратите внимание, 46-й год, здесь вот едва угадывается вот эта вот, значит, наша замечательная пожарная каланча, пожарное депо, совершенно нету ни библиотеки, пустое место, не совсем пустое, там понятно, что какая-то застройка есть. Дома областного совета профсоюзов также нету. То есть вот фактически вот эта часть нынче вся застроена. А раньше это был нормальный городской квартал, где располагалось одно общественное здание, ну, значит, пожарное депо. С тех пор, так сказать, здесь все изменилось, и на сегодняшний день сохранилось, ну, вот всего лишь 4 жилых дома. Вот показываю, значит, вот этот жилой дом, достаточно тоже известный, который жили, ну, в 60-е, во всяком случае, годы, известные ныне, значит, ученые, художники. В нашем доме, наверное, соседом у нас был и мой, значит, их сын Рем Николаевич Ермолин, Елена Федоровна Ермолина, Владимир Ремович Ермолин, мой старший, так сказать, товарищ, но, к сожалению, их уже никого нету в живых. Значит, чем еще известен этот квартал? Ну, понятно, пожарная каланча – это символ города Сыктывкара. Здесь же, если кто-то забыл, я напомню, что здесь рос, во всяком случае, так раньше говорили, единственный дуб в городе Сыктывкаре.
который, ну, вот уже в 21 веке значит, погиб уже окончательно, ну, в силу того, что здесь было построено продолжение, значит, здания МЧС, которое очень близко было ну, к этому зданию, к этому памятнику природы пристроено. И, говорят, его посадил, значит, он рос во дворе учителя городского училища, это дом Суханова, с 1850 года он использовался как училище, ну, а с 1912 как городское училище. И вот преподаватель этого училища, фамилию, извините, я сейчас вылетела из головы, он посадил, говорят, из желудя у него вырос достаточно большое дерево. Здесь его еще, ну, вероятно, плохо просто видно, это слишком мелкий снимок. Ну и вот здесь я тут же хочу показать вот эти вот Кировский парк, так называемые, так сказать, вот это не так называемый, а парк культуры и отдыха имени Кирова, те здания, сооружения, павильоны, которые к настоящему времени ни одного не сохранилось, к сожалению. Это вот шахматный домик, многие его еще помнят. Значит, вот шестерочка, обращаю ваше внимание, вот часть парка использовалась, это вообще-то была жилая застройка еще дореволюционная, вот они здесь. Вот под цифрой 2 мы видим, строится летний кинотеатр. Тут-то очень удобно было, я поскольку жил, вот представьте себе, рядом с кинотеатром, хоть в эту сторону, хоть в эту. Здесь легче, на забор залез и смотри, потому что он открытый. Стадион на месте бывших соборов. Ну, и тут же надо сказать, что вообще-то говоря, это одно из первых кладбищ погоста Уссысольского. Ну, если не считать еще Уссысольские могильники, Уссысольский могильник, который был в районе Искара. Ну, вот это вот здесь. И в 60-е, а то и в 70-е, в начале 70-х годов при, значит, обрушении берега, вот костяки, значит, скелеты, они, конечно, находились. Так же, как находились и крестики, и монетки, и что хотите, вообще говоря. Было очень интересное место в этой части. Еще один момент, вот в виде, посмотрите сверху, в виде аэроплана, как бы, если посмотреть такого кукурузника, да, вот это выставка, называемая выставка достижений народного хозяйства Коми АССР, который был, этот павильон был построен в 56-м году, ой, в 46-м году, вот здесь он еще не достроен даже, да, но он где-то, я так, насколько помню, потом там разместили какие-то экспозиции музея, вот, ну, поскольку это было холодное здание, но к 1971 году пришло в упадок и его разобрали. Я это хорошо помню, потому что оно интересное было здание. Так, следующее. Ну, вот я обращаю вам внимание, вот хозяев этого дома, значит, здесь я обращаю, вот посмотрите, первая гостиница, здание это Бабушкина 5, оно сохранилось до сих пор. Не гостиница «Север», которая была построена в 1938 году, а вот Бабушкина 5, значит, здесь она была построена в 1923 году. Я могу ошибаться с годами, там 23-24, не важно. Ну, значит, оно и здесь же, значит, будущее здание находится, вот оно, я показываю за зданием МВД, НКВД, да, здание будущего Министерства культуры Коми СССР, а затем Центр народного творчества, в какой мы сегодня и находимся, но под другим наименованием, но смысл. Вот отсюда все, значит, происходило. Ну и еще, значит, моменты. Здесь вот совершенно тоже замечательный кадр, где можно даже, так сказать, узнаваемые многие объекты. Понятно, что вот на горизонте, скажем так, находится здание пединститута. Подсказывайте, кто помнит, что это дом печати, естественно. Это, значит, областной дом культуры, ныне драмтеатр. И вот все с такого ракурса мало кто видел вот это здание.
Я вступаю с вами. Галерея? Нет, не галерея. Совершенно верно, это общежитие пединститута, построено в 1939 году. Вот там на горизонте, значит, жилой район здесь внизу был, около реки, очень удобно. Ну, а Кирова 44, оно узнаваемое, это, значит, бывшее духовное училище, вот оно находится здесь. Дальше мы быстренько пробежим, вот я просто показываю это, чтобы, так сказать, ну вот это здание, конечно, мало кто узнавал, но я о нем рассказал, его уже нету. Но вот наши замечательные банные ручей здесь очень хорошо виден. Вот я по нему и так иду. Название все старожилы, ну, во всяком случае, тем, кто больше 50 лет, уже можно считать старожилом, они должны это помнить еще. Здесь же, значит, находится первая баня, которая в этом году, вернее, даже в прошлом году уже там располагается медицинские учреждения. Она сохранила, значит, в основном свой облик, что и замечательно, когда в центре города долго не эксплуатирующее здание, имеющее, так сказать, славное историческое прошлое, построено оно в 28-31 году, но на нем можно, так сказать, вешать мемориальные доски, потому что, ну, посещал любой, так сказать, житель города, значит, будучи известным или малоизвестным, или, ну, в общем, я хочу сказать, что баня работает, этот памятник, который в 1991 году приняли на государство. И слава богу, к 21 году 21 века его уже, то есть к 20 году 21 века его запустили в эксплуатацию, даже в 19 году. Напротив Александринская женская гимназия, тоже очень хорошо известное всем горожанам здание. Это замечательное, так сказать, значит, произведение петербургского архитектора, единственное, Сысольское, здание, которое строили по проекту петербургского архитектора Василия Михайловича Андросова. Чем он известен? Ну, Василий Михайлович Андросов, ну, во-первых, этот человек оставил след не только в Сыктывкаре, но и в Петербурге и Петрозаводске, но самое главное, как в волне первых эмигрантов, значит, он покинул Россию и вместе со своими товарищами, более известными или менее известными, построил огромное количество зданий в Белграде, в том числе центральную почту. То есть он поработал в Сербии, и, ну, порядка 50 проектов, это больше, чем в России он было осуществлено там. Вот, ну, здесь, на этом, значит, на этом здании, то есть на этом снимке еще я просто вам покажу и напомню, что вот наша опять Каланча, вот дом специалистов, где жил Виктор Савин. Ну, здесь с иного ракурса, так сказать, советская, то есть Кирова 28 на Орджоникидзе, который выходит, и дом Суханова здесь хорошо тоже виден. Вот таким вот образом. Обратите внимание, 46-й год, так сказать, помните, где его долго называли Зеленовским домом, здесь тоже вот он только строится еще. И так же, как строится здание по адресу Ленина 33, по-моему, вот это угловое здание на Ленина Орджоникидзе. Идем дальше. Вот, опять же, здесь хорошо виден, я приближаю, хорошо виден вот этот банный ручей. Вот одна из бань, баня номер 2, здесь баня номер 1, вот они так. И видите, какая у нас была ландшафт, какой интересный. Мосты. Сейчас все это засыпано, все это застроено. Но ландшафт у города был весьма и весьма интересный. Вот, ну что здесь еще из построек? Ну вот видно, что еще, ну это он и сейчас не отделан, это советская 10. Вот дальше мы перейдем. Вот еще ракурс, немножко, так сказать, приблизил. Еще один ракурс, ну здесь что показано? Ага. Ну здесь показано вот как раз Каланча с пожарным депо, гостиница «Север» 1938 года. Депо, я напоминаю вам, было построено в 1907 году, достроено вторым этажом. Вот это баня, о которой я говорил. Ну, кусочек Александринской женской гимназии, дом специалистов. Дальше.
Ну, еще один ракурс, скажем так. Вот следующий кадр. Ну, самолет облетает по кругу и снимает какая-то часть. Ну вот обращаю внимание вот на этот кадр. Это уже не 46-й год, а 54-й. Вот она, родная библиотека вам, без кровли еще. Вот. Здесь мы видим облсовпроф совершенно другой, с залом заседаний, значит, который был перестроен и достроен в 1959-60 годах, когда здесь разместили музыкальный театр. До 69 года он здесь располагался. Обратите внимание на школу номер 14, еще без спортзала. Совершенно по-другому выглядит, мы сзади смотрим, да, на музей коммунистическая 6 мы видим, ну, он гораздо меньше. Советская 25, еще с деревянной сзади пристройкой, где, собственно, был вход в жилые покои. И по-иному выглядит библиотека Маршака. Тоже такая Г-образная, сейчас она фактически прямоугольной превратилась. Ну вот так, кратенько. Ну вот самый сложный, может быть, для понимания фрагмент городской застройки. Здесь ну, можно вот по этому зданию только понять, что это у нас улица, значит, Интернациональная, ну, бывший партархив, Интернациональная 90. Все остальное вот здесь просто неузнаваемо. И, естественно, там вот на дальнем плане еще можно увидеть кусочек епархиального управления. С другой стороны, со стороны улицы Домны-Каликовой, вот, так сказать, наши районы, хорошо узнаваемые здесь, значит, женская гимназия, советская 49, ну и все остальное уж понятно, все узнаваемо. Вот. Ну, части зданий уже нету, но вот школа номер 2, по-моему, да, здесь располагается. Она вот была деревянная, вот в таком виде, достаточно крупное тоже сооружение для, значит, но это я опять вернулся в 46-й год. И еще фрагментик, который более приближенный, что ли. Ну, одна из танцплощадок города в Кировском парке. Ну, вот, собственно, на этом мы эту часть закончим. Теперь все-таки вернемся к тому, к чему мы должны были идти. Значит, я сейчас, давайте просто пробежимся. Вот обращаю ваше внимание на план Уссысольска 1922 года. Я, насколько мне известно, это публиковалось, ну, в газетах, по-моему, Петр Александрович Куратов в свое время публиковал, значит, вот эту карту. Столица Вечерний Сыктывкар, или как-то так называлась газета, вспомните, да, это 91 год. Но я не просто так сказать, ну карта, да, замечательно. Здесь легенда есть, вот все, что под цифрами, да, все можно понимать, где что находилось. Но у нас в данном случае вот интересует вот это место. Вот это, собственно, была торговая площадь. Торговая площадь мы видим. А вот это с чего начинался наш парк. Ну вот, понятно, что улица заканчивается, да, вот, храмами, нынешняя улица Орджоникидзе, Покровская, да, бывшая, и вот городской сад Сычев. Все. Практически не больше одного квартала. Сейчас они занимают, ну, фактически от улицы Горького до улицы Куратова. Ну, там, правда, разделено на 2 парка. Это, так сказать, для того, чтобы понимать про следующий слайд. Ну вот, значит, тут как раз, если вернуться вот на этой территории проходит какое-то молебствие, наверное, какое-то водосвятное, ну, трудящиеся и, значит, духовные лица делают такой вот почетный круг по торговой площади. Я прокомментирую больше это не могу. Ну, это, так сказать, понимать, чтобы дальше. Вот это сад, собственно, Сычева. И дальше уже пока известные фотографии. Но я хочу сказать, что это все с альбома. Это понятно, что, наверное, есть и более высокого качества, но что есть, то есть.
Вот некая трибуна к десятилетию Коми автономной области. Вот так он выглядел тоже в 1931 году, уже когда, собственно говоря, из сада начали преобразовывать в парк. И вот мне очень нравится вот это в стиле конструктивистском входная часть в парк. Это у нас, насколько я помню, 46-й год. Там у нее есть, значит, датировочки, я просто сейчас не помню. Может, 48-й. Огромное сооружение, ну, практически, наверное, около 10 метров, если судить по, значит, вот, по фигурам женским. Вот. Ну и в том числе, обратите внимание, какие огромные, значит, стенды с афишей. То есть в парке что-то происходило. 25, вот уже 53-й год. Ну, вот это в том стиле, в котором и работала Феофания Александровна. Значит, классицизм. Совершенно замечательная входная группа. Идем дальше. Вот такая панорамка. Значит, со стороны улицы Куратова, она в сторону улицы какая-то у нас, господи, Бабушкина, коммунистическая. Ну, видно, какое было ограждение, значит, деревянное ограждение и центральный вход в парк в виде, значит, каменных сооружений. Это вид уже из парка на улицу Коммунистическую, как бы уходит. Здесь вот фрагментиками сохранились, то есть показаны те дома, которые уже сейчас давным-давно снесены. И фрагмент, вот так называемая парковая садовая скульптура, ну, в том числе вот известный, значит, Черномор здесь, фигуры спортсменов, ну, многие эти скульптуры, конечно же, помнят. Вот это примерно находится напротив, вот эта скульптура была напротив Национальной галереи нынешней. Так, ну это мы вернулись, это мы прошли по саду. Теперь дальше. Спасская, Советская. Ну, вот мы опять начинаем с 1909 года. Это фотографии всем известны. Это, значит, современная улица Бабушкина, Советская. Значит, мы вот это уже 53-й год. 53-й год. Следующее, значит, опять 909 год. И фотография опять 53-го года, она тоже известная. Но вот следующая фотография, вот, ну, я рядом жил с Каланчой, вот это вот такой вид сейчас с Каланчи у нас, значит, мы этого можем увидеть, если туда попадем. Попасть туда очень сложно, поскольку это здание МЧС. Ну вот мы видим, что, собственно говоря, здесь, во всяком случае, по улице мало чего изменилось, ну, за исключением, может быть, вот этой части. Вот это место, где находится. Вот это здание, это нынешняя библиотека Маршака. В нем, если вы помните, был такой продовольственный магазин. Первый магазин, потом он получил название «Восток». Вот, совершенно тоже замечательный. Ну, а Советская 22... Еще нет, ну это 48-й, по-моему, год. Я могу ошибаться. 6-й, 8-й, 7-й, вот так вот где-то. Или 50. Ну вот посмотрите, что в результате появляется на этом месте. Все это известно сейчас, в наше время, так сказать, вот это здание сегодня приводится в порядок, в том числе и вот это балюстрады из колонн, которые, ну, многие годы были закрыты. Но, к сожалению, вот эта входная часть во двор, она утрачена. Сейчас здесь находится, если помните, остановка. Ну, а это, собственно, оно было вот так. Ну, то есть, это же место с другого ракурса. Это угол советской и коммунистической. Ну, и вот там появляется кафе, кафе-ресторан, да. И еще один участок. Это улица Куратова, улица Советская. Значит, со стороны от дома 45-го, Советская 45, вот то здание, которое сейчас, к сожалению, находится в том плачевном состоянии, ну вот теперь уже всем фактически понятно. Ну, несколько кадров 50-х годов,
который дает такой панорамный снимок. Вот, с разных ракурсов, с юга на север, с севера на юг, ну, в общем, знакомые места. Вот сквер, небольшой скверик, липовая аллея перед зданием, значит, построенным, по-моему, в 1962 году на углу, напротив 14-й школы, напротив гимназии. Ну, вот он был так обустроен, сейчас там машины стоят, но липы до сих пор сохранились. Еще один снимок с другого ракурса. Ну, это более ранний снимок. Я обращаю ваше внимание вот на что. Вот, когда здесь, так сказать, на эту улицу зашли архитекторы современные по тем временам Феофании Александровне Тентюковой, улица получила другую колористику. Она фактически стала такой, вот здание было красно-кирпичное, оно было оштукатурено, как соседнее, потом здание Советское 22, как Советское 16, которое называлось Советское 26, Советское 30. В общем, она такая, получила такой, знаете, светлый такой образ этой улицы стал. Тоже детская поликлиника долгое время здесь находилась. Дом Комлина, надстроенный в 30-м году. Ну, здесь долгое время диспансер, потом детская поликлиника. Нынче здесь располагается, значит, филиал Дворца пионеров, совершенно верно. Ну, Дома творчества, да. Собственно говоря, вот еще несколько снимков. И я на этом, значит, с этой частью закончу. Следующая Покровская, значит, улица. Всем известный снимок 909 года с каланчи снятый, то же самое с той же самой каланчи. Вот о чем я говорил, 25-летию, да, по СССР, здание, которое было в 1971 году. Это я по памяти говорю, может быть, в 1972, может быть, в 70-м было разобрано. А вот это вот выглядит сейчас так. Ну, это 18-го года снимок, почти свежий. Вот частично виден здание с Кирова 28, дом Суханова с классом ручного труда видно. И вот здесь, конечно, у нас серьезные изменения, потому что построен жилой дом пятиэтажный. И еще один участочек. Вот, чтобы, так сказать, было понятно, это одно и то же место. Вот в чем уникальность. Мы можем сразу, собственно говоря, на этом многие, так сказать, построены современные какие-то вот такие видовые визуальные ряды. Но вот в 50-е годы уже применила Феофания Александровна. Ну, тоже вот вид с каланчи на улицу. Вот нынче, не нынче, а в те же 53-й год, вот уже оно выглядело так. Вот рядом с гостиницей 1938 года появилось в начале 50-х годов вот это вот здание, которое жилой дом, по-моему, подъездный. Из красивейших тоже зданий Сыктывкара. Вот, собственно говоря, на этом месте он был. Сейчас вот так вот. Вот это здание сохранилось. Деревянное здание советское, по-моему, 6. Вот, это Орджоникидзе 10. Ну, еще там пока следующего здания нет. Еще один участок города. Можете, так сказать, поучаствовать. Где это? Кто может сказать? Кто помнит? Я не помню. Сразу пишу. Я не знаю. Я знаю, конечно. Но где это? Это все Орджоникидзе, но в каком месте? Хорошо, ну я подсказочку делаю. Вот, пожалуйста. Всем известное здание, значит, общежитие парткурсов. Вот, ну, еще раз возвращаю. Было так, стало так. Следующее, я не знаю, кто это ведь целый ансамбль вокруг Дворца пионеров. Я думаю, что здесь рука-то мастера чувствуется. Я думаю, что она участвовала минимум как. Другое дело, что объять необъятное невозможно. Понятно, не она одна, архитектора было много талантливых архитекторов, но она оставила больше след.
Вот это не с альбома значит, Феофании Александровны, это из, так сказать, коллекции нашей. Но здесь, знаете что, я обращаю внимание, это тоже та же самая улица, это 30-е годы. Вот еще не снесено собор, да. Но я здесь обращаю внимание вот на что. Так, где вот? Здесь очень хорошо виден пожарный колокол. Вот. Ну и, соответственно, мы видим, какая там замысловатое такое завершение, не очень, может быть, внятное сам ярус звона. Ярус звона, сейчас, вы знаете, он более такой интересный. Но что было, то было. Ну, так, на всякий случай, вот, я показываю, это не тот. Там я думаю, что там был какой-то церковный колокол поболее. Просто, если даже сравнивать, вот, видите, он просто огромный. Просто огромный. Ну, вот еще несколько. Вот на эти синие линии не обращайте внимания. Это, вероятно, вот у меня есть такое ощущение, что значит, Тинтюкова готовила какую-то книгу. И вот выбирала ракурсы. Понятно, что у нее негативы были, она могла с этим как-то играть. И поэтому вот эти вот что-то обрезала для каких-то целей, да, показывала. Но, во всяком случае, в этом альбоме это хорошо видно. Но, вероятно, не успела или по каким-то другим причинам. Вот, значит, это тот комплекс зданий, который, значит, у нас... Сейчас это Центр повышения квалификации учителей, как-то он так называется. КРИРО. Вот, КРИРО, да. Вот такой вот вид. Интересненький тоже. Значит, вот это перекресток. Вот я показываю перекресток улицы Ленина и улицы Орджоникидзе. Тоже вот такой хороший ряд. Ну, вполне себе симпатичный город у нас получался. Общежитие педучилища. Тоже сейчас радует глаз. Значит, ну, это я опять вернулся. Города другой был, да? Ну, естественно. Вот с чего начиналась наша улица. Бабушкина, естественно, с скульптуры Бабушкина, которая нынче у нас находится между, значит, бывшим кинотеатром «Родина», клуба «Зон» и епархиальным управлением. Обратите внимание, разницу в постаментах. Вот полное, так сказать, уважение. Ну, здесь не только в этом дело, там хороший спуск, и она должна быть, чтобы быть издалека видно, конечно, пьедестал, постамент был сделан выше. Но, во всяком случае, вот памятник сохранился, это один из самых первых памятников города. Я имею в виду монументальная скульптура города Сыктывкар. Я не говорю про памятники Ленину, конечно же. Но из бронзовых первый. Областной дом, значит, профсоюзов. Вот он был такой, очень аккуратненький, красивенький домик. Вот сейчас он, ну, превратился не он, конечно, а вокруг него наросли монстры. С одной стороны гостиница, с другой стороны огромный пенсионный фонд Г-образный такой. Вот, ну, архитектура этого здания все равно сохранилась, это объект культурного наследия. Значит, вот еще несколько участков, значит, это тоже одно и то же место примерно, ну, с разных высот просто снято. Вот это здание построено в 1949 году архитектором Зикеевым, коллегой, значит, Ничуковой. Еще один вид, ну вот, чтобы было понятно, да, вот без этого здания, которое мы только что видели, только с другого ракурса. Вот он. Пустое место. А деревья сохранились. Может быть, конечно, уже другие. Вернее, вот эти деревья, по-моему, вырубили, они перед зданием. И вот из-за того, что здесь располагались грачи. У нас несколько мест в городе, где массово селились грачи. Это вот около здания Советская, 16, и во дворе Кирова, 30. Ну, еще несколько было. На площади, естественно, там больше галки располагались. Ну, вот несколько еще кадров. Я просто, значит, вам показываю. Вот, значит, Земская больница. А вот это родильный дом, который, так сказать, ну, который знает, наверное, все. Многие здесь родились. Вот.
Ну а доска от этого здания, значит, городской родильный дом у меня в кабинете находится. Так что приходите, можете таскать поностальгировать. Вот. Вот совершенно замечательный снимок. Мне тоже очень нравится. Вот это как раз снят, ну, скорее всего, с здания, значит, Советская 16, ну, может быть, и с роддома. Ну, скорее всего, с Советской 16, потому что роддом это не место, с которого фотографируют. Вот здесь, помимо того, что вот именно полтинник там, да, или столичный, как он там у нас по-разному назывался, совершенно замечательный булочный, вон, видите, здесь написали, да? Сейчас, кстати, вот эту штуку бакалея, если вы заметили, и гастрономия, там ведь восстановили, старинная, так сказать, собрали деньги и восстановили. Собирали деньги не только у нас, по всей стране, я вас уверяю. Это очень интересно вообще, вот такая, когда старые виды возвращают. Но я обращаю внимание вот на это здание, вот традиционное здание. Традиционное для Сыктывкара здание, которое у нас на сегодняшний день сохранилось, как раз вот это советская 45, несчастная. Вот, но вот сбоку находится крыльцо, над крыльцом, значит, балкон, и, собственно говоря, таких домов было много. И даже в кирпиче, если вот сейчас идут проектные работы по интернациональной 90, да, бывший порт-архив, там тоже было крыльцо, каменное на каменном столбе, то есть крыльцо-то это понятно было, я имею в виду балкон, конечно же. Так, с этим завершаем. Следующий, дом печати, тоже достаточно интересная вещь. Площадь перед зданием правительства. Ну, это не только дом печати, но до 1972 года здесь у нас полностью или частично размещается правительство Коми СССР. Напротив, я могу ошибаться, но, по-моему, это метеостанция, которую, значит, наш архитектор Холопов, который 13-ю школу, значит, проектировал, тоже первый профессиональный коми-архитектор. Если Тинтюкова женщина-архитектор, профессиональный коми, а это первый самый был, да? Но здесь обращают уже внимание на детальки: скульптура Сталина, скульптура Ленина с протянутой, так сказать, вождя. И вот здесь еще какая-то скульптура, вероятно, тоже Сталин. Друг напротив друга. И это у нас 48-й год. 48-й год. Следующая картиночка, это у нас уже 53-й год. Массово снимала она в 1953 году. Вот я обращаю ваше внимание, вот какое было завершение у этого здания. Ну, там, видите, водонапорка уже появилась. Вот. Сейчас все несколько по-иному. Все упрощают, в том числе при ремонтах. Вот этих деталей мы уже, наверное, не увидим. Вот видите, вот он, еще это здание. А вот обращаю ваше внимание, в плохом качестве копия, но вот это проект. Тут, видите, такая балюстрада была. Немножко все-таки не всегда вот здесь заменили металлом, металлическим ограждением. Ну, здесь очень хорошо видна подпись Тинтюкова, старший архитектор. Старший архитектор, и тут же написано автор проекта. Вот, значит, так, это мы все это посмотрели. Вот это, что касается, значит, аллеи героев теперь нынешней, да? Так, здесь что мы еще здесь пройдем? Так, ну вот улица Коммунистическая, 34-й год, это тоже из ее. Так, сейчас еще раз, я очень быстро сделал. Да? Смотрите. Что узнаваемое? Узнаваемое, конечно, Коммунистическая 6, городской, то есть республиканский музей. Национальный музей Республики Коми, я вспомнил, как он называется. Значит, дальше вот покажу еще вот два таких снимка. Улица Кирова. Она у нас была снята со стороны Духовного училища Национальной галерея нынче. Ну, такой вот участочек. Вот это, так сказать, родная улица, по которой, в общем, было легко скатиться вниз под движение транспорта по улице Куратова. И очень тяжело подниматься. Это про детские впечатления, потому что достаточно велосипеды были другие, не нынешние, конечно. Так, вот еще интересный снимочек, стадион. Здесь все тоже
совершенно понятно. Вот я говорил про здание, которое Тинтюкова. Это абсолютно, ну, во всяком случае, по фасадам абсолютная копия 14-й школы. Сейчас она стала трехэтажной, застеклена, но, в общем, совершенно другое, значит, вид у нее. Здесь же пединститут, который, значит, вскоре, значит, будет, значит, демонтирован, но, слава богу, будет восстановлен в основных своих частях. То есть узнаваем он будет, узнаваем. Вот. И дом печати совершенно, дом правительства. Все это, так сказать, узнаем. Ну и какие-то вот, может быть, чьи-то родители. Здесь эти. Там арка стоит, арка на входе. Да. И вот недавно обнаружил, что такая же арка стояла у нас на вокзале, ну, на речном вокзале. Вот видите, у вас, я почему говорю, что мы здесь, если начнем беседовать, я сейчас закончу. И тогда, нет, тогда просто больше будет возможностей, значит, вам высказаться. И я думаю, что это надо сделать. Потому что вот теперь, вот на чем еще. Вот эта замечательная всем известная фотография. Значит, тоже 54-й год. Значит, на что я здесь обращаю внимание, вот это сельхозтехникум, который располагался, потом перед ним построили обком партии, потом сельхозтехникум стал мешать в какой-то части, потому что обком стали развивать по улице Ленина. Соответственно, он упирался вот в здание, вот это сельхозтехника, который выпускал не только, так сказать, специалистов сельского хозяйства, но и строительства. Вот. Я с этим зданием у меня тоже связано много, так сказать, воспоминаний, потому что в 1965 году, когда у нас был капитальный ремонт, именно здесь мы располагались в актовом зале. Всем семейством жили. Очень интересно было жить на площади. Тут же, обратите внимание, это не частные огороды, это все вот опытное хозяйство сельхозтехникума. Что здесь еще интересно? Вот уже видно, надстроен второй этаж. Второй этаж, он более светлый, обратите внимание. Здесь видно, что вот этот полтинник, еще производится отделка здания. Вот леса видны. Вот, дворец пионеров построен, но еще не, значит, оштукатурен. Совершенно нету. Вот еще одно здание, это Криро, как мы говорим, строится. И вот здание по улице Интернациональная 113, мясная лавка, ее просто еще по имени не существует. Ну, что здесь еще интересное? Ну, вот памятники, значит, ну, братская могила, во-первых, которая принесена, вот она вот здесь вот была. Значит, история с ней, конечно, очень печальная, потому что здесь лежало 14 человек, а перенесли туда 2,5. Ну, это отдельная история, значит, я думаю, что найдем когда-нибудь время еще. Есть. Ну, и памятники, трибуна, собственно, памятники Ленину, я думаю, тогда еще Сталину. Вот это я не очень сильно представляю, что здесь должна была быть доска типа что-то почета, что-то такое, но для доски почета она как-то не тянет. И вот здесь где-то должен скрываться памятник Ленину, если он здесь стоял, я не могу сказать, честно, но это 54-й год. И поскольку здесь части, значит, и комсомол, райком, и горком, значит, здесь располагались, я там в какой последовательности не помню, то он смотрел лицом на речку, памятник. Сейчас он смотрит спиной к реке, памятник. И, ну, что из этой, значит, можно еще вытащить? Ну вот, собственно говоря, здесь многих построек еще просто-напросто нету, которые уже теперь кажется, что они вечно стояли. Ну и совершенно очевидно мы видим, что вот эта структура площади, той части, которая засажена, да, она абсолютно повторяет то, что, то есть, то, что здесь сделано, круговые аллеи, диагональные аллеи, значит, параллельная улице Ленина и двойная, значит, линия от улицы Коммунистической в центр площади. Все это ровно так сейчас заасфальтировано. Ну и более того, я вот здесь что-то наблюдаю, что вроде даже фонтан. Это реально фонтан. Вот они, раз и два.
И сейчас они появились снова. Ну, не прошло и 50 лет. Я думаю, что все, значит, вот кратенько, о чем я хотел сегодня сказать, наверное. И еще единственное, что, наверное, покажу вам, может быть, если сейчас найду. Ну вот, то, чтобы очень часто вопросы задают, что будет вот с нашими теми памятниками деревянными. Сегодня тоже задавали этот вопрос на телевидении, да, наши журналисты. Вот эскизные проекты, конечно, нами подготовлены. Дальше дело, вот обратите внимание, ну вот знакомое всем здание, обратите внимание еще вот на что. Тоже я думаю, что это где-то, наверное, годов до 50-х это здание не было обшито. Это было обыкновенное деревянное, значит, здание двухэтажное, бревенчатое. Вот. Но поскольку улицы стали приводить вот в этот, так сказать, вид такой современного города социалистического, с какой-то такой классицистической подачей центральных улиц, вот появляются такие вот элементы классицизма и на вот этом деревянном доме. Такие вот фронтончики над окнами. Ну и какие-то украшательства в виде, значит, обшивки из теса, вагонки. Это у нас советская 45. На сегодняшний день у нас есть все обмеры, то есть, ну, нельзя сказать, что мы его, значит, при самых печальных обстоятельствах потеряли. Но дом ценен, я еще раз повторяю, вот именно, это именно Уссысольский дом. Он оформляет угол, он развернут, ну, под восьмиугольник, оформляет площадь, перекресток. Это его важная градообразующая деталь такая. Значит, теперь вот еще, значит, вот Екатерина Петровна здесь сидит, и она это здание видит каждый день из своего окошка. Не вижу. Уже не видишь. Но не важно, это напротив скорой помощи, это у нас, значит, дом Комлина, архитектора Альберти, 1908 год. Вот таким его не помнит никто. Сейчас в ходе, значит, работ эскизного проекта, в ходе обследования здания открылось вот это вот крылечко, которое выходило на улицу. Не через двор это заходило, это же было, ну, серьезное здание серьезного, так сказать, купца. У него вход был центральный. Вот. Но со временем его просто превратили в окно и зашили. Ну, вот такие вот детальки, которые, ну, мы надеемся, что мы должны его все-таки рано или поздно восстановить. И еще один, вот это уж самый такой печальный, такой, может быть, не хочет открываться, смотрите. Да. Видно, что написано? Да? Конечно. Вот. Открываться не хочет, смотрите. Ну, открывайся уже. Там тоже проведены, значит, подготовлен эскизный проект. Проблема сейчас в том, что, конечно, его уже реставрировать невозможно. Здание фактически утрачено, но его можно воссоздать. Это на сегодняшний день в Сыктывкаре единственное, остатки единственного сооружения, значит, Александр Викентьевич Холодов. Вот, секундочку, не хочет. Что-то он думает просто, видите, что-то очень сильно. Ну и я пока, значит, пока она сейчас будет открываться, может быть, значит, я на ошибки, окей, не точно. Вот. Ну, мы видим, что это тоже законченное архитектурное произведение. Понятно, что это эскиз, но он сделан, так сказать, в масштабе. Он, естественно, обмеры все существуют, вплоть до деталей. Их можно восстановить. Проблема в том, чтобы, так сказать, ну, нашелся, так сказать, хозяин, кто готов личную собственность, так сказать, ну, восстановить прежний облик, который, ну, практически с 28 года до времени пожара в 2005 году, до поджога, ну, радовал глаз, безусловно.
Цвета другие здесь применены, не обращайте на это тоже внимания. Это сделано ровно потому, что здесь вокруг зеленью сделана как бы зеленая зона, чтобы она не отвлекала внимание. Такой чисто, значит, художественный прием. Вот таким вот образом. И еще один момент, о чем бы я хотел сказать. У нас, по-моему, года 2 назад был праздник улицы Советской, который организовывало вот это, значит, учреждение, в котором мы находимся. И достаточно интересные были подготовлены жителями домов по улице Советской, не только домов, но и учреждений, плакаты о самих зданиях, их истории строительства и о людях, которые, собственно говоря, в них проживали. Как вы понимаете, в тех, значит, замечательных архитектурных творениях предшествующих, значит, поколений архитекторов жили тоже достойные люди. И вот на этом празднике как раз о них напомнили нашим современникам, что называется, о предыдущих поколениях. Вот Кирова 25, вот обратите внимание, вот это я забыл, вот она, это у нас Советская 25. Судмедэкспертиза. Кирова. Я все время Кирова Советская, извините, оговорки. Кирова 25, да, судмедэкспертиза. Обратите внимание, насколько, значит, оно все-таки изменилось, но не факт, что так, как было в проекте, оно было сделано окончательно. Иногда какие-то такие детали, значит, может быть, архитектурные излишества, которые потом Хрущев сказал, вот, значит, когда во второй половине 50-х годов. Я напомню, что здание строилось в 1943 году. Может быть, действительно, оно было не вполне, так сказать, осуществлено в проект. Но мы видим, что, собственно говоря, тоже очень интересное здание. Тоже, вот видите, подпись проектор, архитектор Тинтюкова. Вот такое вот здание. Это вот о деревянных каких-то строениях. Красивенькая, вполне себе. Можно вопрос? Да, Вы конечно. изучали биографию этого архитектора? Вы знаете, я биографию специально не изучал, безусловно, потому что, наверное, немножко у меня другая задача. С другой стороны, сейчас я перед собой поставил задачу немножко все-таки рассказать об этих людях поподробнее, и уж тем более о таких архитекторах, которые оставили огромный след все-таки в истории города. Я даже, о чем я еще раз повторю, что им пора бы уже минимально, как, конечно, мемориальную доску устанавливать. Это однозначно. Еще раз напоминаю, ни одному архитектору, который оставляет наибольший визуальный след, у нас нету никакого даже упоминания, что за исключением, может быть, на объектах, которые получают, значит, статус объекта культурного наследия. А вот у нее какой-то уникальности, какие-то уникальные детали, которые она принесла в каждый свой проект? Ну, вы знаете, что, в чем дело? Я могу сказать только следующее в данном случае, что любой проект индивидуальный, он уже уникальный. Знаете, в чем дело? Ну, нет повторения. Конечно, архитектурные детали, мы их можем найти, извините, в Древней Греции определенные, да, там колоннады и прочее. Но как они скомпонованы, как они сделаны, конечно, это заслуга архитектора. И, я думаю, что мы это видим. Поэтому, иногда, наверное, почерк-то ее виден однозначно. Мы сразу понимаем, что это делала вот этот архитектор. Вот. Слушаю дальше еще какие-то вопросы, если... Она сама фотографировала? Смотрите, да, здесь использованы, я просто еще раз покажу, да, здесь использованы и фотографии ее лично, значит, 53-го года, с конца 40-х годов, с конца 40-х годов, 30-х годов, вероятно, это ее фотографии. Понятно, что здесь использованы фотографии, вот, значит, издательства Дербеневых, известные, вот они,
Я, собственно, вам их не показывал, только, так сказать, кусочками какими-то, да? То есть, но в основном, конечно, это фотографии сделаны, скорее всего, ну, я не присутствовал, фотографировал или кто-то там, товарищи, может быть, кто-то из их коллег фотографирует. Понятно, что 31-й год это не ее фотографии, понятно, что 20-е годы не ее фотографии, но вот 40-х по 53-й год это однозначно фотография ее. И более того, здесь ведь есть подписи под каждой фотографией, сделанные, ну, ее почерком, он тоже узнаваем. Вот. Ну и судя по тому, что здесь какие-то номера идут, явно и готовился, ну, как бы подготовка была к изданию какому-то, к написанию какой-то книги. Это я так думаю, я не уверен, конечно, в этом, но не просто так вот эти все разлиновки идут на фотографиях, потому что если взять, ну, условно говоря, какую-нибудь, видите, вот они, тоже самая обратная сторона, вот они все таким образом сделаны. Здесь что важно, практически на всех фотографиях есть год, есть место, если кто плохо помнит город, значит, ну, плохо помнит все, потому что в те годы не жили или были очень маленькими, во всяком случае. И я думаю, что это интересная вещь, и я, значит, архив пополнится ценными материалами из истории города Сыктывкара накануне юбилея. А еще вопрос можно? Конечно. Про экспертизу. Какова вероятность, что мы ее не потеряем? Потому что сейчас вроде как бы ее переселяют. Один дом деревянный на углу Пушкина и вот Кирова мы уже потеряли деревянный, да? Там 2 дома осталось. Я, к сожалению, вам ничего здесь добавить не могу. У него на сегодняшний день, когда-то мы пытались вот этот весь квартал, если вы заглядывали в ту красную книжку давно, значит, там весь квартал считался, значит, ну, мы бы так хотели сохранить. Попытки были построить на этом месте, значит, ну, не то что небоскреб, но большой вот на весь квартал фактически здание жилое. Наверное, место прекрасное, вы понимаете, рядом с парком, ну, транспорт не такой большой поток. Вот. Но на сегодняшний день вот только центральное здание, значит, да, Советская 20, Кирова 27, опять я советская называю, получил этот статус, значит, ну, с ними мы определенную работу с администрацией проводим. В 2004 году его привели в порядок, да, видимо, не до конца, потому что сейчас там кое-где кровля протекает, но во всяком случае, одно здание из 3 вот этого ряда мы уже потеряли. Хотя, конечно, нам построено, ну, неплохое, безусловно, красивое здание, но все-таки это уже вот то, что, значит, смотрите, судмедэкспертиза, бывшая контора Промбанка, это 40-е годы, значит, 20-е годы следующее здание, 30-е годы следующее здание. То есть вот 40-е и 20-е остались годы, а 30-го уже нет. С этой большой аркой. Красивое это уже было здание, но его изуродовали тоже сайдингом в свое время и так далее. Не могу сказать, это, наверное, ну как бы сказать, всеобщая боль, что ли. Каким-то образом надо... Ну, минимально это статус памятника. Но для этого надо приложить огромные, так сказать, усилия, потому что там и деньги это, потому что экспертиза, ну, много чего. Хотя, безусловно, это здание украшает уже, вот, оно перестроено, но украшает. Сохранились, кстати, проекты, это ведь кусочки я только показываю. Там есть и поэтажные планы, и все, что хотите. Вот, для того, чтобы, ну, первый шаг сделать. Вот. Ну, это из той же, значит, серии деревянные дома, которые, увы, уходят первыми, без должного ухода. Хотя примеры того, что здание может служить еще долго и, так сказать, счастливо жить, это пример Орджоникидзе 2А. Вот это здание класса ручного труда городского училища, которое, значит, ровно через 100 лет после его
значит, постройки в 1906 году, в 2006 году его, значит, оно было восстановлено, приспособлено под новые цели и даже освещено через 100 лет и 2 дня после первого освещения. Вот так вот интересно. Значит, факты такие. Ну вот деревянное здание, оно ведь было гнилое фактически до 7-го венца по углам. Тут нужно желание, конечно, большое, ну и средства, безусловно. Одноэтажное здание, пусть оно и 22 метра на 8 практически, да, и двухэтажное здание, это разные и средства, и разное время даже, потому что было там 15 лет назад, и нынешние цены, это разные, конечно. Спасибо.